тому, что там стрелял НКВД. Но, когда сейчас мало кто читает статьи Поздняка, мало кто слушает его выступления, а зря, потому что у него вырисовывается очень интересная концепция. Вот вы обратите внимание, вот на третьей доске по центру с правой стороны написано, что репрессии у нас продолжались с 1937 года по 1941. Вдумайтесь, у нас репрессии были 1937-1938 год. Все куропаты утыканы камнями, надписями, что репрессии были по 1941 год. Следующий слайд, пожалуйста. То есть вот у меня список, сколько людей было расстреляно, то есть четко там написано, 1937-1938 год, да, были репрессированы, в 1939 году в Минске был расстрелян один человек по приговору 1938 года, в 1940-м ни одного не расстреляли, в 1941-м до начала войны тоже ни одного человека. Следующий слайд, пожалуйста. И вот получается, концепция у Поздняка нарисовалась такая. Кровавый коммунистичный режим знішав белорусскую интеллигенцию и только оккупацию, и только вызволение немецкими войсками Беларуси привело к заканчиванию этих репрессий, и Беларусь отримала, как кажут, свободу. В 1998 году военная прокуратура провела расследование и установила, да, там лежат жертвы фашистского геноцида. Никакого отношения куропаты к НКВД не имеют. И после этого сведомые БНФ, Магарьев, все это, они набрали в рот воды, заткнули свои рты лет на 15 или чуть больше и замолчали. Но поляки, они не молчали. Был такой Орешко, который был фонды польские, и вот они привлекли Игоря Кузнецова для того, чтобы он стал обгаживать наше прошлое с других сторон. И вот Кузнецов написал книгу «Индекс расстрелянных в Минске», двухтомник. И вот там привел вот такую карту, где размещены каждое черное пятно, это якобы захоронение НКВД, которое стреляло до войны. Значит, мне пришлось несколько лет искать для того, чтобы найти практически по всем вот этим захоронениям. Я установил, когда стреляли, кто стрелял, фамилии, кто стрелял. То есть судебные процессы, которые шли после войны, когда немцев судили, эти дела уже рассекречены. И вот на них там написано, там какой-то Ганс, Фриц, там я выехал туда-то, туда-то, со мной было столько-то латышей, допустим, или литовцев, или еще кого-то. Стреляли такой-то месяц, в таком-то году, и вот так вот по каждому вот этому черному пятну. То есть получается, что вот этот Игорь Кузнецов, который писал, у него были очень хорошие консультанты. Потому что я, когда архивное дело беру, там на первом листочке написано, кто с ним знакомился. Так вот, Игоря Кузнецова я там не видел. То есть явно ему кто-то консультировал со стороны. А кто мог консультировать? Бывшие сотрудники СД, СС, либо те, у кого есть вот эти документы. А они были копии. Американцы снимали. Ну, немцы недобитые, эти вот фашисты, которые остались в ФРГ, могли консультировать. Ну, могли поляки, литовцы консультировать, латыши, которые здесь стреляли. Все. Понимаете? То есть вот это вот четко продуманная акция, которая создает концепцию того, что у нас советский режим был преступным. То есть переписывают тупо жертв фашистского геноцида на счет НКВД. Следующий слайд, пожалуйста. Но на этом дело не остановилось куропатами. То есть до развала Советского Союза у нас, ну не у нас, но на территории
Советского Союза, вы знаете, возле Смоленска есть Хатынь, или как правильно называется, Козьи горы. Так вот, раньше поляки считали, что там было 3 захоронения, это Козьи горы, не сам Хатынь, Медная возле Твери, и на окраинах Харькова было еще 3-е место расстрела, которое поляки приписали на счет НКВД. Дескать, вот этих 3 лагерях было расстреляно 14,5 тысяч поляков. Как только Советский Союз распался, уже у поляков появляется концепция 5 хатыней. То есть они добавляют туда Быковню и Куропаты. Ну и на Быковне украинцы прогнулись под поляков, и они там установили свой мемориал. Типа вот здесь НКВД расстреливало польских солдат. У нас немножко не получилось. Следующий слайд, пожалуйста. Но поляки уже в 19 году в Куропатах стали открывать так называемые окна Авертона. Они в Куропатах установили так называемое польское кладбище. На пустом месте, где нет никаких захоронений, установили 8 крестов. И якобы вот здесь написали табличку, здесь похоронены, а здесь были расстреляны в 1940 году польские солдаты. Приблизительно цифру, которая должна быть 3,5 тысячи человек. И самое циничное, вот я сфотографировал крест издали и крупным планом. Так вот, это кладбище устанавливала организация «Стража могил польских». Эта стража могил польских была создана ветеранами армии Краевой. Это те, кто у нас в годы войны и послевоенного года убивали православных, убивали коммунистов, комсомольцев, просто активистов, там, председателей совхозов, колхозов. И вот сейчас вот эти и их предки, вот этой армии Краевой, которые были сами ветераны, их предки, они приехали в Куропаты, не знаю, у кого они выбивали разрешение, но они установили здесь кладбище, и оно уже стоит 6-й год, скоро 6 лет будет, как и стоит это кладбище. У меня есть копия письма, которое в свое время Данилович писал какому-то активисту. И там написано: в ходе раскопок таких-то, таких-то годов, в ходе проведенных в таких-то годах расследований, никаких доказательств нахождения польских солдат или польских чиновников в Куропатах не обнаружено. Это письмо было Даниловичем подписано в конце июня 19 года. В сентябре 19 года уже это кладбище стояло. То есть пофиг, понимаете, вот они в наглую ставят кресты, никто их не сносит. И я вот обращался в начале февраля месяца к Наталье Николаевне Качановой, я поднимал этот вопрос, пока никаких нету. Написано было: мы благодарим за активную жизненную позицию, но и будьте нам здоровы. Кресты как стояли, так и стоят до сих пор. Следующий слайд, пожалуйста. Я завтра в Генпрокуратуру подарю. Отлично. И теперь вопрос вот по поводу Куропат. Ну так, уже чтобы вы понимали суть. Вот я читал Кузьмика внимательно, и вот я цитату привожу. Это была статья Куропаты «Дорога смерти». Очищение сумления необходно громадству, якое допустило и спорадило геноцид, наивеликше злочинство супротив человечества. Вядомо ж, не станут раскаиваться ни нябожчики, забойцы, ни нават тихие пенсионеры. Раскаиваться повинно наступное поколение, якие не бачили той бяды, раскаиваться за грехи продков. Моральные покуты повинны брать на себя нащадки народов, оплакать ахвяры, дать оценку злочинствам. Так вот, вот эта цитата, если ее перевести на нормальный русский язык, ну такой, разговорный язык, это говорит о том, что граждане СССР, платите бабки. Все, понимаете? Раскаивание у Запада не принимает слова. Для них раскаивание — это когда вы им платите пенензы.
Понимаете, чем больше, тем лучше. Вот к чему сводится в конечном итоге, сводилось раньше. И по поводу того, как поляки там открыли свои кладбища, вот это польское, хочу напомнить, что когда при Ельцине были переданы документы полякам о якобы расстрельных массовых расстрелах, они в скорости подготовили иск в Европейский суд и подали эти документы. И что в итоге? Европейский суд послал их, сказал, документы ваши фальшивые. Все. Понимаете, вот вся концепция Куропат, вся концепция Катыни, вся концепция вот этих 5 Катыней. Это все фальшивка. Называется, их гестапо выгнали за жестокость. Ну, типа такого. Все, понимаете. Вот к чему приводит вот эта концептуальная фальсификация, переписывание жертв немецко-фашистского геноцида на НКВД. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь вкратце рассмотрим договор о ненападении, который был подписан 23 августа 1939 года между Германией и СССР. Его иногда называют пакт Молотова-Риббентропа. Так вот, в этом договоре нет Советский Союз был последний из европейских стран, которые подписали такой договор в Германии. Второй момент. Там в договоре не было никаких международных нарушений международных договоров. Все было сделано от и до. И третье, на что не хотят, чего не хотят видеть, к договору не прилагались военная конвенция, обязывающая договаривающие стороны вести совместные военные действия. То есть все, что выдвигают европейцы против Советского Союза, это все липа. Следующий слайд, пожалуйста. Так вот, что бы хотелось чисто так вот прокомментировать. Акцент европейцы делают на договор о ненападении 1939 года. А теперь посмотрим, что было до того. В 1933 году Германия, Франция, Великобритания и Италия заключили пакт 4. 6 января 1934 года подписан пакт Пилсудского Гитлера между Польшей и Германией сроком на 25 лет. Это аналогичный договор, который подписали Советский Союз в 1939 году. То есть поляки ускоренными темпами на 5 лет опередили Советский Союз. Далее. В 1935 году заключено морское соглашение между Великобританией и Германией. В 1936 году подписан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией. В 1938 году состоялся Мюнхенский сговор, по которому Великобритания, Франция и Италия дали свое согласие на расчленение Чехословакии между Германией, Польшей и Венгрией. 30 сентября 1938 года Чемберлен и Гитлер подписали совместную декларацию о ненападении. 6 декабря 1938 года аналогичную декларацию подписал Франция. В 1939 году были заключены договоры о ненападении между Германией и странами Балтии, Латвия и Эстония. То есть Запад все это категорически не хочет видеть. То есть для них этого нету, для них есть последний договор Молотова-Риббентропа, который был 23 августа 1939 года. Следующий слайд, пожалуйста. И, соответственно, поляки, вот они усердно убеждают, и, в принципе, уже убедили европейцев, что этот договор является днем начала, ну, в смысле, они, европейцы, что не убедили, но они ставят акцент, что это было начало Второй мировой войны. А 17 сентября 1939 года трактуется как вторжение СССР на территорию Польши и расценивается как вступление СССР во Вторую мировую войну.
И вот они вот это решение, они продавили, следующий слайд, пожалуйста, в Европарламенте, и, соответственно, в 2019 году, 19 сентября, Европарламент принимает резолюцию. Вторая мировая война, самая разрушительная в истории Европы, стала непосредственным следствием печально известного нацистско-советского договора о ненападении 23 августа 1939 года. Также известно как пакт Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов, в соответствии с которыми два тоталитарных режима, задавшись целью завоевать мир, делили Европу на две зоны влияния. Значит, мне доводилось читать расследование российского историка, который расследовал, а откуда же взялось секретное приложение к договору. То есть когда-то оно было опубликовано, но, понимаете, секретный договор он просто так вот ниоткуда взяться не может. Это не... Он всегда должен где-то храниться в каком-то архиве, всегда он где-то должен. И вот стали прослеживать его судьбу. В конечном итоге там газета одна взяла с другой газеты, та газета взяла с третьей газеты, потом перешли к какой-то итальянской дворовой газете, там непонятно какая, эти редакция газеты сказала, ну хрен узнает, кто-то принес. Понимаете, то есть вот таким путем ввели в научный оборот в эту фальшивку, еще тогда в 40-х годах якобы был такой секретный пакт, ну, секретная карта, и все. И вот с тех пор, то есть уже, в принципе, показано, что это да, это была фальшивка, но все равно вот этот договор муссируется. А теперь смотрим дальше. Следующий слайд, пожалуйста. То есть они признали, европейцы, что Советский Союз виновен в начале войны. Что дальше пишут? Дальнейшее наличие общественных местах в ряде государств-членов, памятников и мемориалов, памятники, площади, улицы, прославляющих тоталитарные режимы, создает предпосылки для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы. То есть это уже как результат. И мы вот недавно мы фильм смотрели там зимой о том, как поляки сносят памятники. Все это уже узаконено европейцами. Сносите на здоровье. Приняты законы, Европарламент принял. То есть уже возмущаться поздно. Все, они уже сносили и будут их сносить. Следующий слайд, пожалуйста. И к чему, соответственно, приводит вот эта вот декларация Европарламента. О том, что Советский Союз из победителя превращается в оккупанта, то, что Советский Союз из обвинителя становится обвиняемым, все, то есть мир вот так вот переворачивается. Вот это вот одна вот мы рассмотрели вот концептуальную фальсификацию, которая создана на фальсификации именно пакта Молотова-Риббентропа. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь вот опять же вот эта вот книжица «Белорусы народ праведнику» я рассмотрел вопрос обвинения СССР в равной ответственности за уничтожение евреев. То есть здесь подробно расписывал, я не буду долго останавливаться, хочу зачитать, так сказать, концепцию вот этой вот фальсификации, которая была озвучена в книге Инны Герасимовой, это наша белорусская историца, которая уехала в Германию, и вот оттуда начинают потихоньку, извиняюсь, на нашу родину гавкать. И вот она пишет в своей книге, цинично раскрывает суть одной из современных западных фальсификаций Второй Отечественной войны. Ни руководство страны, ни руководство партизанского движения, ни местное население даже не пытались помочь спастись от неминуемой гибели тем, кого нацисты уничтожали только за их происхождение, за то, что они родились евреями. И вот этот проект в том числе
показывает всю лживость вот этого утверждения и раскрывает механизм, как вот эта фальсификация реализовывается на практике. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, конечно же, если были коммунисты плохими людьми, соответственно, партизанское движение должно быть тоже плохим. И идет массовая фальсификация и дискредитация партизанского движения. Что делают? Все преступления армии Краевой, которые здесь они творили, как они уничтожали людей, если уже нету стопроцентных доказательств, то дальше ладно. Все остальное они переписывают, все грабежи. А армия Краевой, даже вот я читал, было даже специально фуражка красноармейская со звездой. И когда надо было грабить население, они одевали фуражку, подбирали несколько русскоязычных человек, которые ходили под видом красных партизан и грабили местное население. Далее немцы создавали СД, немецкая создавала лже-партизанские отряды, которые точно так же не выбирала средства для грабежа. То есть грабили всех, грабили как могли, убивали, именно для того, чтобы компрометировать партизан. И было еще так называемые белые легионы, которые немцы формировали из полицейских, и якобы они были вот эти партизаны, и вот они ходили, разведывали, занимались в том числе разведкой, ну и грабежом населения. Там, посмотрите, фильм про армию Краевой должен быть несколько минут. 3 минуты. И вот что-то загружали. Вот мы с Леонидом Францевичем уже несколько проектов сделали. И вот Леонид Францевич... Так, есть фильм? Нет, там есть фильм лежит. Да, это армия Краева.